В России в целом напряженная обстановка по ряду опасных болезней. Ну и вот в первую очередь это болезнь высокопатогенный грипп птиц. Это высококонтагиозное заболевание, которым болеют все виды птицы, как сельскохозяйственной, дикой и синотропной, то есть воробьи, голуби, вороны и так далее. Летальный исход стопроцентный. С начала текущего года на территории России зарегистрировано 75 неблагополучных пунктов в 11 регионах. На эту дату в прошлом году было 5 пунктов в 3 субъектах. Нас очень сильно тревожит, что вокруг нас, это Челябинская область, Республика Татарстан, вирус уже проник, наши коллеги занимаются купированием и проводят все необходимые мероприятия. И наш Бакалинский район попал на 5-километровую угрожаемую зону. Значит, у нас такие регионы тоже, которых у нас отношения выстроены, это Саратовская, Самарская, Курганская, Тюменская, Томская, Омская, тоже везде есть регистрация высокопатогенного птичьего гриппа. Сложность в том, что если, не дай бог, будет хотя бы в одном хозяйстве, это в личном подсобном хозяйстве и на предприятии, то на весь субъект, на Республику Башкортостан накладывается ограничение по вывозу любой продукции. Это за пределы нашей территории. До полного оздоровления и признания региона благополучия это где-то полгода пройдет. А мы основные поставщики не только в Российской Федерации, но и за рубеж продукции. Например, племзавод Благоварский. Единственное в России племенной завод, у которого есть прародители, это по уткам и гусятам. Понятно, что весна и лето он основной поставщик не только по России, но и в страны СНГ, но у него есть маточное поголовье. Башкирский бройлер основной поставщик племица, в том числе в страны СНГ. Русское зерно около 8 миллионов голов птиц содержит в птицефабриках, это производители яйца и птицы. Ну и наш Индюшкин тоже работает на полную мощность, поставщик индейки. Вот в случае возникновения хоть в одном личном подсобном хозяйстве на все предприятия будут введены ограничения, они не смогут поставлять продукцию за пределы нашей республики. Основными переносчиками гриппа являются дикие перелетные птицы, а также инфицированные вирусом корма и продукция. Также распространяется занос, вот есть некоторые наши предприниматели, которые видят, что там, где есть грипп птиц, конечно, цена на птицу очень дешевая, и они могут завести, тем самым распространяя на другие субъекты. Уважаемый Василий Васильевич, уважаемые коллеги, глава администрации, цели недопущения данного особо опасного заболевания ветеринарной службы республики проводятся постоянно профилактические и контрольные мероприятия. На данный момент республика благополучна по данным птиц, по данной болезни высокопатогенного гриппа птиц. Однако нам необходимо принять меры. Первое, предлагаем, необходимо срочно перевести содержание сельскохозяйственной птицы в личных подсобных хозяйствах, то есть во дворах, в деревнях, фермерских хозяйствах, в безвыгульное содержание, чтобы исключить контакт с дикой перелетной синотропной птицей. Это раз. Два, рекомендовать произвести скорейший забой домашней птицы. Это утки и гуси. На этой неделе минусовая температура, снег, поэтому мы считаем, что надо активно это начать. Если в одном селе будет, то придется всю эту птицу уничтожить. Рекомендовывать населению не приобретать живую птицу, а также продукцию неизвестного происхождения. В каждом районе есть ветеринарная служба. Прежде чем купить птицу и корма, необходимо посоветоваться с ветеринарами. И в случае выявления какой-либо падежа, то сразу сообщить ветеринарам. В выходные у нас на горячую линию поступило достаточно большое количество звонков. Мы помогаем, консультируем. Значит, вот горячая линия у нас на слайде есть, поэтому в случае возникновения хоть одного падежа прошу сообщать ветеринарам, а ветеринары на местах работают и готовы принять все необходимые меры. Спасибо за внимание.